Интересные факты из истории Республики Коми. 24 апреля 1896 года, в год 500-летия со дня смерти Стефана Пермского, состоялось Великое освящение Свято-Стефановского собора города Сыктывкара. Собор был пятиглавым, имел 47 метров в длину, 26 метров в ширину и 35 метров в высоту. Храм находился на центральной площади города, получившей название Стефановской. В 1929 году церковь была закрыта, а в 1932 году полностью разобрана. С тех пор и поныне на площади вместо собора стоит памятник Ленину, вождю революции, основателю Советского Союза. Так, памятник новой советской эпохи вытеснил собой не просто архитектурную достопримечательность города, но и православную святыню, то есть одни ценности сменили другие. Утверждение обновленного флага Республики Коми имеет свою необычную историю. Он имеет современный вид только потому, что был зарегистрирован на несколько месяцев раньше флага Башкортостана, идентичному по форме и цвету. Эта счастливая случайность обернулась благом для правительства Коми и хлопотами для их башкирских коллег, которым пришлось вносить изменения в свою символику. Первая крыша для Зимнего дворца, расположенного в Санкт-Петербурге, была изготовлена на Кажемском заводе. Исторический комплекс Кажемского железоделательного завода был включен в реестр памятников истории и культуры федерального значения. В Яриге находится единственная в России шахта, где добывают нефть. В 1932 году было открыто Яригское месторождение высоковязкой высокосмолистой нефти. Это первое и пока единственное в стране месторождение тяжелой нефти, разрабатывающееся шахтным способом. Добывать такую нефть с поверхности невыгодно и очень трудно, но она нужна для получения ряда ценных продуктов, в том числе высококачественных битумов для дорожного строительства. В конце 1942 года было завершено строительство железнодорожного моста через реку Печору. Удивительный исторический факт. Для его постройки были демонтированы и переброшены конструкции строившегося в Москве Дворца Советов, который должен был стать самым высоким зданием на планете. В Республике Коми родился Синяков Василий Михайлович, крупный ученый, доктор геолого-минералогических наук, профессор, заслуженный деятель науки и техники Коми и Якутской ССР. Ему первым удалось доказать, что древние кембрийские отложения могут содержать нефть, и что восточные районы Сибири являются высокоперспективными для поисков черного золота. Каменные шары на берегу реки Ижма находятся в нескольких десятках метров от деревни Малая Галова. Местные называют их Галфец-Изьес. Бывало, что жители использовали их в лечебных целях. На теплых камнях лежали, чтобы снять боли в пояснице. Бытует мнение, что камни способны заряжать людей энергией. С научной стороны это сидеритовые конкреции, состоящие из карбоната железа, которые выпали из толщи пород, когда река подмыла берег. Для строительства в Сыктывкаре железнодорожного вокзала был приглашен инженер из города Ленинграда по фамилии Фрейдзон. Он спроектировал здание по примеру вокзального здания в Иркутске. Строительство шло тяжело. Проект постоянно замораживали, но председатель Совета министров Коми СССР Засим Апанев взял ситуацию под контроль, и в 1964 году железнодорожный вокзал торжественно открыли. Архитектура двухэтажного здания характерна для эпохи индустриализации. Здание имеет отличительную архитектурную особенность – высокий шпиль над остекленной башней. В 1911 году по предложению местной интеллигенции Жакова, Цембера, Старовского и других в Иссык-Кульске было создано отделение Архангельского общества изучения русского севера, которое выступило инициатором создания этнографического и археологического музея. После Октябрьской революции музей продолжил свое существование, вскоре перешел в подчинение нового научного общества и был назван Национальным музеем Республики Коми. Самым ценным выставочным предметом, представленным в Национальном музее Республики Коми, стал фрагмент лыжи, практически полностью сохранившаяся лыжа. Ее возраст 8000 лет был определен научными сотрудниками Эрмитажа. Лыжа найдена на берегу Синдерского озера Княжпогостского района. Этот археологический памятник датируется 6-м тысячелетием до нашей эры. Фрагмент лыжи со скульптурным изображением лося сохранился благодаря консервации в толще торфяника. Спасибо за внимание.